Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания для вас. Дорогие зрители, гости канала, не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии. Земной вам поклон. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Суждено ли вам быть вместе? В каком формате? Если тема интересна, приглашаю всех к гаданию. Посмотрите на песочек, подумайте о своем любимом человеке, о том, кто вам нравится, кто вам интересен. Вспомните этого человека, его глаза, его голос, его улыбку. Закройте глаза, несколько раз позовите его по имени. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Суждено ли нам быть вместе? В каком формате будут наши отношения? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, суждено ли вам быть вместе, в каком формате вы будете вместе. Суждено ли вам быть вместе, в каком формате вы будете вместе. Так, ну что, мои дорогие, здесь отношения, сразу скажу, сложные кармические отношения. Суждено ли вам быть вместе? Ну, зависит от вас. Если вы хотите пройти, обнулиться, закрыть свою карму, то, конечно же, эти отношения имеют место быть. Но у большинства, я скажу так, что вы друг другу идете как учителя. Вот как ни крути, учителя. Не как счастливая пара, а именно учителя. Два человека, которые будут учить друг друга уму-разуму. Понимаете? Что-то вас мужчина научит, чему-то вы мужчину научите. В любом случае, вы не просто так встретились, понимаете, не просто так. Над вами висит тяжелая карма. И у вас, и у него. Здесь вы очень многое узнаете, вы очень много в этих отношениях поймете. А кто-то действительно пройдет какие-то даже жесткие испытания в отношениях. Вы разные. Вот вообще, да, вот мужчина какой у нас вышел треугольничек, и вы как семечко вышли. Понимаете, он пустой. Вот мужчина идет пустой. Вы идете, ну такая, знаете, ресурсная, плодовитая, плодородная. Мужчина идет пустым. Для вас он пустой. Вы-то, конечно, его там наполните своей энергией, себя подарите, и, я не знаю, там будете его холить, лелеять, любить, обожать, уважать. Да, мужчина вот больше идет как потребитель. К сожалению, это выглядит именно так. Что у вас в этих отношениях может быть? Ну, не знаю, тут либо разница у вас в возрасте, то ли в социальном статусе у вас разница, может быть треугольник, может быть, кстати, вот треугольник, да, мужчина треугольником вышел, может у него кто-то есть, жена, либо женщина, с которой он живет. Честно, я не вижу, что он сможет отказаться и выйти из тех отношений. У него, ну, как бы сильно он вас не любил, у него все равно какие-то свои шкурные интересы присутствуют. К сожалению, это так. Иногда бывает такое в жизни, когда человек, ну, настолько алчный, меркантильный, что он даже готов наступить самому себе на горло, да, вытащить свое сердце из груди, лишь бы там, ну, нигде по деньгам не потерять. Вот знаете, вот если он не свободный, он так и говорит себе: вот я так долго там трудился, вкладывался, жил там с этой нелюбимой женщиной, чтобы там заработать, получить. Да, я люблю свою там любимую, да, вас он любит, но я слишком много вложился, я слишком много сил и усилий потратил, я лучше подожду, может что-то произойдет, может быть там как-то поменяется ситуация, и там со временем я смогу что-то каким-то хитрым образом там отсудить, пересудить, себе забрать. Он как будто бы себя уговаривает, понимаете, человек глубоко несчастный, человеку сложно в отношениях, там, если он в браке, то тут, ну, очень жестко все происходит, но тем не менее он все равно может себе там как-то прорисовать другой путь к отступлению, типа, ну ничего, я сейчас как тяжело в учении, легко в бою, да.
То есть сам себя уговаривает. Ну вот в этом плане он вообще не думает о вас, не заботится о ваших чувствах, о том, что вам тяжело, о том, что вам без него, ну реально очень прям тоскливо. Я вижу, что вы очень ресурсная, вы к нему, вы тянетесь к нему, вы больше вот как готовы вкладываться в отношения, больше давать. Даже если он не может вас там полностью, не знаю, там обеспечить, либо быть вашим мужем, себя вам отдать, все равно вы готовы. Вы ради него готовы практически на все. Девочки, очень жертвенная позиция с вашей стороны. Я бы не рекомендовала настолько вот для мужчины открываться. Этот мужчина, он не совсем достоин вас. Еще раз говорю, вот посмотрите, он пустой, вы полная. Понимаете? Вот в чем дело. Он вами попользуется, да. Если вот треугольник, то поверьте, ну не уйдет он оттуда, не уйдет. Вот чтобы он там вам не обещал, не клялся, не уйдет. Если его жена его сама выгонит, то поверьте, он даже назад будет проситься, плакать и проситься. Вот такая идет ситуация. Так что тут рассчитывать и не надо на этого человека. Если ситуация другая, что вы жена, а у него есть любовница, то там чисто технические измены, там ему, ну я не знаю, что она там исполняет какие-то его особенные мечты, да, там может какой-то там разврат твориться, да, даже не знаю, что там может быть такое необычное, и все. Он ей там голову дурит, на самом деле он даже особо на нее денег не тратит, поверьте. Этот такой, знаете, прижимистый мужичок идет, может, конечно, там рассказывать, на самом деле нет, он не из той серии. Уйдет ли он от вас? Нет, не уйдет. За вас будет держаться, потому что он, ну, живет, питается вашей энергетикой, девочки. Вы ему все, вы ему и жена, и любовница, и вкусная каша, понимаете? Вот и все. Вот так оно получается. Так, что у вас в принципе с ним ждет? Ну, сложные отношения. Если вы уже в браке, то отношения ваши сложные были, есть и, к сожалению, будут. Здесь либо вы свою карму проходите это обучение, и вы расстаетесь уже более такими, знаете, людьми, как скажем так, после трансформации, после апгрейда, свободными творцами, которые идут и творят свою жизнь, свое будущее. Либо вы расстаетесь до завершения кармы и, к сожалению, как бы дальше продолжаете нести это бремя, потому что карму нужно обязательно проходить. Ее нельзя отменить, ее нельзя поменять, продать, передать, да, ее нужно проходить, причем стараться чем раньше, тем лучше. Конечно, скажут многие, вот ты говоришь, тебе легко, у меня тоже сложная карма, и да, нелегко, и да, прилетают, и да, я до сих пор свою карму тоже не прошла, потому что это сложно, это реально сложно, но знаю, что возможно. Я верю, что у меня получится, и верю, что и у вас получится. Так, а что еще вам по этому мужчине? Что вас ждет с этим человеком? Ну, во-первых, ждет много каких-то моментов острых, и причем таких, знаете, разочарований, причем неожиданных. Вот человек не держит свое слово. Человек может там наговорить, наобещать, а потом в последний момент сказать: ой, а я передумал, или ой, а у меня не получается. Да? То есть для мужчины это вообще непотребное поведение. А вы-то все можете, да, вы можете прям, я не знаю, там, всю себя отдать, да, там, с одной точки мира в другую ради него приехать, а он не сможет даже, вот там, не знаю, заехать после работы к вам, либо там ради того, чтобы там с друзьями повеселиться, да, не придет к вам на свидание. То есть человек в этом плане не обязательный. Он будет помнить, когда там футбольный матч, но при этом может забыть, когда день рождения у ребенка. Вот такой мужчина. Мне такие мужчины не нравятся, честно. Я не считаю, что этот мужчина вас достоин. Вот. А вы уж, девочки, сами смотрите, потому что каждый хозяин своей судьбы, и каждый вправе выбирать ту жизнь, которая вам больше всего откликается. Я вижу с вашей стороны, конечно же, стремление к этому человеку, любовь. И вам почему-то, вот смотрите, кажется, что вы половинки, что вы идеальны, что у вас все будет классно. Но мои слова, наверное, вам кажутся каким-то самым большим разочарованием, да, за сегодняшний день. Но, девочки, не вижу, честно, не вижу. Я вижу здесь колючки, я вижу здесь третьих, четвертых, десятых лиц. Вот что-то вот как-то много людей, толпы просто людей в ваших отношениях. Все что-то про вас знают, говорят. Он может, кстати, вот ходить, разносить информацию о ваших отношениях.
Он постоянно может вам кого-то в пример ставить, с кем-то вас сравнивать. А если вы где-то что-то там, даже там полунамек скажете, то он просто как, я не знаю, дракон какой-то огнедышащий становится. Ему нельзя наперекор говорить, ему нужно всегда там вторить, поддакивать. Вот так он себя чувствует хорошо. Здесь, понимаете, если любовь, ну, влюбленность однозначно есть и с его стороны, и с вашей стороны. С вашей стороны гораздо больше, чем с его. Этот мужчина, он, я еще раз говорю, да, он может наступить себе на горло, он может себе запретить чувства, запретить эмоции. Какой формат в отношениях в будущем? Тут при любых раскладах, кем бы вы ни были друг другу, все равно у вас рано или поздно будет расход, развод. Потому что когда закончится действие этой кармы, у вас общая дорога закончится. Если вы раньше разведетесь, потому что такая возможность тоже есть, то же самое, понимаете, вы уже дальше, каждый понесет свой кусочек кармы, да, и уже дальше будете сами по себе решать эти кармические узлы, вопросы развязывать. Так что, мои дорогие, мой вердикт на это гадание, что человек не ваш. Не ваш, вам не подходит, и счастье с этим человеком не построить. Счастье может быть, но оно будет какое-то, знаете, кусочками, частичками, урывками, яркими всплесками, и потом темнота. То есть каких-то вот стабильных, крепких отношений, вот, которые вы, именно девочки мои, заслужили, я здесь, к сожалению, не вижу. Человек не из такого теста. Знаете, у него слишком много в голове каких-то других планов, других каких-то целей, намерений. И он не прочь поменять свою жизнь. Вот в чем дело. Он вот по жизни какой-то авантюрист. Авантюрист, мечтатель, какой-то вот он живет в каком-то мире иллюзий. Если у него мама где-то рядом, то она очень сильно на него влияет. Мама может быть хорошая, такая добрая, ангельская женщина, но при этом с такой маленькой черной душой. Вот, ну, где-то она может, вот, знаете, вам улыбаться, а ему что-то про вас поджуживать, да, потому что вы можете ей не зайти как хозяйка, не зайти по вашему финансовому положению, что типа, дескать, такому принцу, как у меня, нужна богатая какая-нибудь женщина, которая будет его обеспечивать. То есть тут много чего может быть. И даже вот банальная женская ревность, да, вот как материнская ревность тоже может быть, и достаточно, вот она таким острым ножичком ковыряет ее сердце, и она, знаете, может пойти тоже на какие-то гадостные поступки. Поэтому, девочки, то семья какая-то странная. Я бы вообще от них держалась подальше. Да, и мужчина так себе, и семья у него не очень. У вас, я верю, все будет хорошо. Еще найдется ваш прекрасный принц, который сделает вам счастье. На этом гадание мое закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.